الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 43-й грех. Порывание родственных связей. Порывание родственных связей. Аллах Та'аля говорит в суре Ниса, в первом аяте: «Ваттакуллаха аллази тасаалуна бихи валь архама». «Ваттакуллаха» и остерегайтесь Аллаха, посредством которого вы просите друг друга. Остерегайтесь Аллаха, имеется в виду остерегайтесь гнева Его. Ат-таква, остережение. Валь архама, и остерегайтесь порывания родственных связей. Аллах Субханаху ва Тааля приказывает тут и говорит, чтобы люди остерегались гнева Аллаха, и после этого говорит: и остерегайтесь порывания родственных связей, указывая на то, что порывание родственных связей приведет к гневу Аллаха. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит насчет мунафиков, лицемеров: «Фахаль асайтум ин таваллейтум ан туфсиду фил арды ва туқатти'у архамакум. Улаика аллазина ла'анахумуллаху фа асаммахум ва а'ма абсарахум». Мунафики, те, у которых на языке то, что нету в их сердцах, или на языке то, что противоречит в их сердцах, противоречит тому, что в их сердцах, говорили сподвижникам: почему вы ходите вы войной, почему вы против многобожников, и они же ваши родственники, ваши родственники, вы же все арабы. И на самом деле они не хотели этим помирить их, или на самом деле не было у них этого в сердце. Они это говорили просто для того, потому что не хотели участвовать в этом. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: если бы дело было дано вам в руки, о лицемеры, то говорит: «Анту всиду филь арды ва туқатти'у архамакум», то вы бы распространили нечестие на земле. То есть вы сейчас говорите: они ваши родственники, не сражайтесь с ними, сдайтесь им и так далее. Однако, если бы дело было передано вам в руки, то вы бы распространили нечестие на земле. И одно из этих нечестий на земле — ва туқатти'у архамакум — вы бы порывали родственные связи. Вы начали бы порывать родственные связи. Первыми вы начали бы порывать родственные связи. И Аллах Субханаху ва Тааля тут сравнил и указал то, что порывание родственных связей — это одно из тех вещей, одно из тех грехов, которые приводят к распространению нечестия на земле. Был порядок какой-то, и когда люди начинают порывать родственные связи, распространяется нечестие на земле. Раньше, или если, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел, если бы родственники были вместе, держались бы друг за друга, помогали бы друг другу, то, возможно, бы многие проблемы, которые сейчас существуют, не было бы. Возможно,
многие преступления, которые были совершены, не были бы совершены. Возможно, долги, которые появились у некоторых людей, не были бы этих долгов. Так как бы родственники, если бы появлялось бы у какого-то родственника, какой-нибудь родственник, у какого родственника было бы тяжелое состояние, если бы они помогали друг другу, давали бы советы, вместо того, чтобы давать пустые обещания, вместо того, чтобы, например, на тех же свадьбах, на тех же никахах за рюмкой водкой поздравлять и говорить красивые речи, вместо этого они говорили бы наставления, как должна быть крепкая семья, как то, что родственники должны держаться друг друга, то, что родственники должны помогать друг другу, то, возможно, бы вот эти многие проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи, не было бы. Те проблемы, которые сталкиваются с ними молодые семьи, не было бы. И многие преступления бы не совершались. Во-первых, потому что если родственники знали бы состояние друг друга, они помогали бы друг другу. И человек отчаивается, когда он вступает в новую жизнь, когда взрослеет, тем более в наше время, если раньше ребенок рос и уже видел всю тяжесть жизни, это было все на виду, то сейчас ребенок до какого-то возраста живет в хорошей жизни, не сталкивается с такими большими проблемами, которые сталкивались раньше. Его характер не сформулированный, и он с таким характером уходит в взрослую жизнь и при этом не видит поддержки ни от своих родственников, ни от своих родителей, ни материальной поддержки, ни моральной поддержки. И когда появляются проблемы, он не знает, как их решить. И он начинает искать их, пути их решения. И в это время может столкнуться с теми, кто его подтолкнет к плохому. И даже не встретиться, а обязательно так будет. Почему? Вот Аллах Субхану Тааля тут говорит, это потому что порывание родственных связей – это одно из распространения нечести на земле. Одно из причин распространения нечести на земле. Если же было бы наоборот, даже в исламе, вот если человек другого человека убил, и родственники убитого человека простили его, убийца платит фидья, 100 верблюдов, кисас. И кто ему помогает в выплате? Он не сам платит. Платят мужчины, родственники со стороны отца. Почему так сделано? Чтобы они никогда больше ему не дали возможности совершить второе преступление. Он не сам только выплачивает, а вот эти родственники погашают его долг, помогают ему погашать, на их плечи ложится этот долг. Зачем? Для того, чтобы они не дали бы в дальнейшем ему совершить эти преступления. Вот тут указывается важность родственников. Родственники – это не только когда говоришь, вот это твой тетя, это твоя дядя и так далее, а это советы в нужном месте, в нужное время. Это материальная помощь, это моральная помощь, это сплоченность. Это все время узнавать состояние друг друга, ходить друг к другу, спрашивать друг о друге. И поэтому даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не раз указывал, когда приходили к нему и спрашивали, с кого начинать давать садака, кому из людей первым начинать оказывать помощь, если у тебя есть финансовый достаток, и ты хочешь кому-то помочь, то с кого надо начинать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто указывал, с ближайших родственников говорил. С ближайших родственников. Один человек подошел к нему и сказал, с кого мне начать? И он сказал, начни с себя. Начни с себя. Пускай у тебя не будет никаких нужд. Потом с семьи. Потом
с ближайших родственников. А потом, говорит, кому хочешь. А потом кому хочешь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это повторял не единожды. Во многих хадисах приходит. По-разному, но все хадисы указывают на то, что начиная с родственников, оказывать помощь, поддержку. И первым, в ком должен искать верующий поддержку, это родственники. Они должны поддерживать друг друга. Поэтому очень важно знать своих родственников. Поэтому является обязанностью каждого отца, каждой матери обучать своих детей, своих родственников. То есть говорить, кто является их родственниками. Потому что этого, если не будет, то дети не смогут в дальнейшем поддерживать эти родственные связи. Как, если они их не знают? Как, если они далеки от них? Как, если ты не поддерживаешь с ними связи и не учишь детей поддерживать? Также отец должен обучать своему сыну своих ближайших друзей, кто является его ближайшими друзьями, для того, чтобы после твоей смерти он поддерживал с ними связь. Так как вот эта дружба, она передается по наследству. Дружба передается по наследству. Если отец с кем-то дружил, вот эта дружба, как указано в хадисах, она передается по наследству. А в дальнейшем сын будет обязан поддерживать эти дружественные связи. «Уляйка аллазина ла'анахумуллаху фаасаммахум ва а'ма абсарахум». И Аллах предупредил верующих и сказал: если будет распространять нечестие на земле и порывать родственные связи, у тех людей Аллах проклял. Фаасаммахум, и сделал их глухими к назиданиям, к ваазам. Ты слушаешь что-то, но это не заходит тебе в сердце. Ты не берешь пользу от этого. Знание не проходит тебе в сердце. Оно стало закрытым. Ва а'ма абсарахум, и сделал слепыми их взоры, взгляды. Они не видят истину. Смотрят на нее, но не видят ее, не понимают. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ядхулюль джанната кати'ун». Не войдет в рай, порывающий родственные связи. Не войдет в рай, порывающий родственные связи. То есть, если он является верующим, верит в Аллаха, есть у него иман, то он не войдет из числа первых в рай, если только Аллах не окажет ему свою милость, и этот человек за порывание родственных связей заслуживает того, чтобы зайти в ад, прежде чем зайти в рай. Потому что рай лит-тайибин, для хороших. И у тебя тело должно быть хорошее, сердце должно быть хорошее, язык должен быть хорошим. Поэтому ты должен очиститься от грехов, прежде чем войдешь в рай. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ля ядхулюль джанната кати'ун», не войдет в рай, порывающий родственные связи. То есть из числа первых. Без того, чтобы не зайти в ад. Или же, если он неверующий, то он заслуживает дальнейшего наказания за этот грех. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал: «Ман кана ю'мину билляхи валь яумил ахир фальясиль рахимах». Тот, кто верует в Аллаха, тот, кто утверждает, говорит, что он верит в Аллаха, верит в последний день, верит в то, что будет воскрешен, верит будет, что расчет за его дела, пускай соединяет родственные связи. Пускай соединяет родственные связи, то есть пускай поддерживает родственные связи. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал и сказал: «Инна Аллаха халякаль хальк», когда Аллах создал творение. «Хатта иза фарага минхум каматир рахим», когда он завершил сотворение, родственные связи приобрело какой-то образ. И сказала: «Хаза макамуль айза бика миналь кати'ати». Я, говорит, прошу тебя защиты
от порывания родственных связей. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ама тардина ан асиля ман васаляк». Будешь ли ты довольна, если я буду поддерживать связи с теми, кто поддерживает родственные связи? «Ва актаа ман катаак». И порывать связи с тем, кто порывает связи с тобой, то есть кто порывает родственные связи. И она сказала: да, согласна. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обрадовал, побудил людей, не только устрашал, но и побуждал людей, чтобы они не только боясь поддерживали родственные связи, но также и указал хорошие последствия этого. И сказал: «Ман ахабба ан юбсата лаху фи ризкихи». Тот, кто хочет, чтобы его ризк был широким, то есть его благополучие, его мал, его богатство было широким, большим, обильным, ва юнса аляху фи атарихи, и хочет, чтобы его аджаль был отсрочен, фальясаль рахимах, пускай поддерживает родственные связи. То есть посредством этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещает, что тот, кто будет поддерживать родственные связи, тот не будет нуждаться в чем-либо. И будет жить долго. Будет жить долго. Его жизнь продлится, и его имущество увеличится. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ар-рахиму муаллакатун биль арш». Родственные связи, они прикреплены, висят на троне. И говорят: «Ман васаляни васаляхуллах». Тот, кто поддерживает меня, того поддерживает Аллах. «Ва ман катаани катаахуллах». А тот, кто порывает со мной, то есть порывает меня, не поддерживает родственные связи, с тем Аллах не поддерживает связи. И также сура Ра'д от 19 до 24 аята Аллах Та'аля говорит: «Иннама ятазаккару улюль альбаб». Поистине размышляют, думают обладатели разума. И кто такие обладатели разума? Улюль альбаб. Аллах дал им качество, определил их качество. «Аллазина юфуна би ахдиллахи ва ла янкудуна аль-мисак». Они те, кто выполняет договор с Аллахом, то есть выполняет его приказы, остерегается его запретов. Это кто? Обладатели разума. «Аллазина юфуна би ахдиллах». Те, которые выполняют договоры с Аллахом. «Ва ля янкудуна аль-мисак». И не нарушают скрепленных договоров. Это между людьми. И не нарушают скрепленных договоров. «Валлазина ясилуна ма амараллаху бихи айюсаля». И после этого Аллах Субхану Тааля говорит: и они соединяют то, что Аллах велел соединять. А что Аллах велел соединять? Родственные связи. Поддерживать родственные связи. Это Он указал после то, что они не нарушают договоров, и можно сказать, что один из таких договоров – это поддержка родственных связей. И они не порывают родственных связей. «Ваяхшауна раббахум». И страшатся своего Господа. «Ваяхафуна суль хисаб». И боятся плохого расчета, то есть, что их грехи не простятся в судный день. Боятся тех ужасов, которые будут в судный день. «Валладина сабару». И они те, которые проявляли терпение, ибтига аваджхи раббихим, желая лика своего Господа. Ва акаму салята, выстаивали намаз, ва анфаку мимма разакнахум, и тратили из того, что мы их наделили, явно и тайно и явно. Сирран ва алянията, то есть давали садака, доводили благо до других.
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. И отодвигают зло добром, хорошим. Отодвигают зло тем, что является хорошим. Конечно, если в этом есть польза. В этом есть польза. Если же в этом нету пользы, отвечать на плохое хорошим, то они также не переходят границы, когда дают наказание этому человеку, когда не прощают этого человека, не переходят границы. И это тоже будет аль-хасана, тоже будет благим делом. Потому что для кого-то благое дело – это совершить по правде по отношению к нему благое дело, а для кого-то по отношению к нему благое дело – это сдержать его руку, не дать ему совершить в дальнейшем плохое дело. Посредством того, что привести его к наказанию какому-то, чтобы его наказали, или же не прощая его для того, чтобы воспитать его. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. И отодвигают зло добром, то есть не переходя границы. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. И им будет عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ. Им будет взамен этого, за то, что они совершали эти дела, райские сады Адна. И они войдут в них. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ. И те, кто были праведные из их отцов, их жен, их потомства. То есть, если ты был праведным, то твое потомство, твои жены, если они также были праведными, однако у них было низкое дараджа, они не заслуживали такой дараджа, которого ты достиг, Аллах, проявляя щедрость по отношению к тебе, поднимет их на твой уровень. Аллах поднимет их на твой уровень. Для этого доказательства в другой суре. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Аллах Та'аля говорит, а те, которые уверовали, иман был у них, совершали праведные дела, и их потомство также وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. И их потомство за ними же последовали в имане. أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Мы в судный день в раю их потомство сделаем с ними на уровне. Если у их потомства было ниже тебя уровень, дараджа. И при этом وَمَا أَلَّتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Мы не уменьшим из твоей награды ничего. То есть не за счет твоей награды, твое потомство к тебе поднимут в раю на твой уровень, а как щедрость для тебя, не уменьшая твоей награды. И тут тоже Аллах Субхану Тааля говорит, не только твое потомство, но если твой отец, твои отцы до этого были ниже тебя, они будут с тобой. При условии, что وَمَنْ صَلَحَ, если они были праведными, то есть были верующими и совершали благие дела. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. И ангелы будут приходить тебе здороваться и поздравлять. «Салямун алейкум бима сабартум» будут говорить. «Салямун алейкум». То есть не «ассаляму алейкум», а «ассалямун алейкум». И поэтому некоторые ученые сказали, что «салямун алейкум» без «аль» произносить более лучше, чем «ассаляму алейкум». Есть разногласия среди ученых, что говорит лучше, «ассаляму алейкум» или «салямун алейкум». Некоторые, вот как в аяте, ангелы, то, что всегда приходит, то, что верующих приветствует именно «салямун алейкум», сказали, что более предпочтительно «салямун алейкум», однако есть разногласия. И ангелы будут говорить «салямун алейкум бима сабартум», за то, что вы проявляли терпение. Наоборот,
«Валладзина янкудуна ахдаллахи мин ба'ди мисакихи». А те, кто нарушают договоры с Аллахом, после того, как закрепили их клятвами, «Ваяктауна ма амараллаху бихи айюсаля». И порывают то, что Аллах приказал соединять, «Ваюфсидуна фил ард». И распространяют нечестие на земле, «Уляйка ляхумул лянату ва ляхум сууддар». Им будет проклятие. То есть проклятие что такое? Это отдаление от милости Аллаха. Им будет проклятие, «Ва ляхум сууддар». Им будет наихудшее место возвращения. И Аллах Субхану ва Тааля тут порывание родственных связей привел после того, как нарушение договора. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис является слабым, некоторые ученые поднимают и говорят, хасан, приемлемый для доказательства. Буллю архамакум валяу биссалям. Порывание родственных связей, тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнивает с засыханием, а поддерживание родственных связей сравнивает с чем-то, в чем есть влага. Когда вот растение, оно умирает, оно засыхает. Когда оно оживает, оно наполняется влагой. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поддерживание родственной связи тоже так же сравнил. Как будто бы, когда ты порываешь родственные связи, они высыхают, эти связи. А когда ты поддерживаешь, как будто ты их намачиваешь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, намачивайте родственные связи хотя бы салямом, хотя бы приветствием. То есть ассаляму алейкум, говоря. Указанием на то, что очень важно. Это хотя бы, если не можешь пойти в гости, если не можешь какие-то другие дела совершить, как минимум не забывай спрашивать о их состоянии. Позвони, спроси, как дела, ассаляму алейкум, письмо напиши. Тем более сейчас это более легче сделать. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука. الله أكبر الله